Ребят, смотрите, мы в Нерингридской заправке и уже присутствует национальный колорит. Салем, достар! Привет, Таран! Всем привет, дорогие! Получается, сегодня 24 июня, 9-й день, как мы добираемся с Алматы до Якутска. На данный момент мы находимся в городе Нерингри, но заезжать мы в город не будем, потому что в планах в наших доехать до села Техтюр, до дома. Это является родным домом Доленики. И чтобы до туда доехать, нам нужно ускоряться, потому что мы будем пересекать паром. Там нет моста через Лену до сих пор нету. Осталось до Якутска всего 700 километров. Получается, что мы доедем до Техтюра и там переночуем. Я покажу вам природу Техтюра, покажу двор родительский и расскажу вообще цель нашего приезда. Мы как бы не праздновать Исых приехали, потому что, Исых, конечно, мы будем праздновать и постарались сделать так, чтобы мы приехали именно к Исыху, но первопричина нашего приезда, она другая, и я об этом обязательно расскажу, и это, конечно, семейные причины. Дорога долгая, 6000 километров позади. И вот я просто сижу тут, и даже мне очень, даже я устала. А каково человеку, который водит уже 9-й день, трудно представить. Вот поэтому мы решили, что эту машину нужно отдавать, и нужно заехать в Якутск уже, получается. Но мы решили, что лучше переночуем в Техтюре, посидим, покушаем. Я покажу вам наши национальные блюда, если не там будут. Но мы приедем к Никиной маме, а Никина мама одна из самых хозяйственных женщин, которых я знаю. И вот очень хочется еще искупаться. На улице жара, плюс 30. Сейчас еще, в принципе, хорошо, что тут нет смога, потому что летом у нас почти каждое лето, я рассказывала, эти пожары. Пожаров очень много было. И сейчас все, выезжаем в сторону Техтюра. Село Техтюр Хангаласского района. Мы сейчас находимся в Нерингринском районе. Это рядышком, пересекается вместе с Амурской областью и вот Нерингринский район. Дальше будет Хангаласский. Нет, дальше будет Алданский, а потом Хангаласский. Где? Спасибо. Ника купила святой источник. Тут нет фанты Миринды. Спасибо большое. Есть китайская. Еще есть китайская. Кстати, есть китайская фанта Миринда. И вода. Все. До встречи. Друзья, жалко, Нерингри не смогла показать. Но леса Нерингри тоже жаждут вашего внимания. В Нерингри живет 53 человека. В основном это русское население, украинцы и, конечно же, Сахалар. Сразу так классно на родине. Как-то никто косы не смотрит. Все такие: здравствуйте, да, все хорошо, помогают там, сюда иди, сюда не иди. Так, мы проезжаем реку Чульман. Как видите, тут асфальт тоже красного цвета, как в Улан-Удэ. Наяву, конечно, в жизни он намного краснее. И вот серенький асфальт, и потом снова красный будет. Так, какие-то работы идут. Деревья, пожалуйста. Пейзажи вот такие у нас. В Нерингри есть даже аэропорт. Оказывается, прикинь, Ника, Нерингри назван вообще Нерингри от слова нерюнге, от венкийского слова нерюнге.
И это слово означает озеро с хариусами. Прикинь, да? Ага. Вот так вот. Едем мы по гравию. Смотрите, какие виды. Ой, все трясется. Но не запечатлеть не можем. Ой-ой-ой. Посмотрите, какая красота. А мы едем по гравию, поэтому все трясется. Смотрите, как красиво. Ой, у меня вообще... Мы сейчас находимся на вершине. У меня внутричерепное давление, всё, голова с ума сходит, но от этой красоты, посмотрите, сколько Алдан проезжаю, всегда дождь. Смотрите, какая погода. Дождь, это очищение, вот так республика нас встречает. Итак, друзья, мы в Алдане, я заказала себе лагман, узбекской кухни. Ника, плов, Ксюша, конечно же, манты. Ты соскучилась по манту? Да. Угу. Все, озвучим. Так, лагман оказался вкусным. Плов оказался невкусным. Я у Ники спрашиваю, плов как в Шипудиме? Она говорит, ты что сравниваешь? Это несравнимо. Еще в этом... ну Ксюша так сказала. Ксюша, как тебе вареники? Что ты сказала? Манта как? Манты оказались вкусными. Ксюша поделились с Никой. Ника сказала, вкусно иди. Вот. Вкусно. Я тебя не снимаю лицо, только манты снимаю. Вот, Да, точно. А лагман был вкусный. Ну, видите, подросток не хочет сниматься. Еще, видать, одноклассники смотрят. Господи. Вот такая погода в Якутии. Мы сейчас в Алдане, вот, кафешки покушали. И быстро-быстро движемся домой. Ух ты, смотрите, мы проезжаем по мосту через реку Алдан. Смотрите, мы уже в Алданском районе. Проехали Томмот, маленький город. Жалко вот... поселок Кутыкта. Сейчас скоро через Алдан поедем, и покажу. Жалко, Нерюнгри нормально не посмотрели, была ночь и в город не заехали, потому что надо успевать на паром, иначе совсем уже опоздаем. Вот. Итак, чуть-чуть знаю, пока вот, смотрите, 9-й день. Ваш оператор немножко устал, честное слово, вообще. И поэтому, пока не выехали из Алдана, я вообще запуталась уже в городах. Пока не выехали из Алдана, хотелось бы чуть-чуть рассказать про сам Алдан. В городе Алдан живет 21 тысяч человек. 21 тысяча человек. Когда как вот в Нерюнгри живет 53 тысячи человек. Ага. Алдан вообще возник как приисковый город, то есть там добывали золото. И первое его название, как поселка, был поселок Незаметный, он назывался. Незаметный. А так вот город сам по себе потом называли в честь реки Алдан. А название реки Алдан, там уже много версий, опять же, но самая вот, которая, как сказать, более похожа на правду, да, это алтын, то есть золото. Искали золото, и в реках золото, и получается там река Алдан, и назвали его вот в честь золота. Из тюркского это алтын, алтан. Вот у нас алтан, это золото. Алтын, алтан, по-тюркскому, из тюркского. Вот так и назвали Алдан. И вот скоро закончится уже вот этот район алданский. Много, конечно, когда проезжаете Алдан, всегда вот будьте готовы к тому, что вот эти, как это назывались, спусков очень много, подъемов очень много. И, конечно, как человеку, у которого внутричерепное давление,
Мне было очень трудно, я уснула, и я вот, видите, вот не сняла нормально. Ну, что делать-то? Жалко, но мы все равно по городу так и не проехались, потому что мы спешим. Ага, все-таки хочется уже комфорта, хочется уже нормально кушать. Родные ждут. Ну, в частности, Нику ждут. Моя мама тоже нас ждет, просто она сейчас проводится ИСЭХ по районам. И мама сейчас вот выезжает в сторону села Бердигостя, в горный район, там ИСЭХ. В Вилюйске, в Сунтарах было, и вот получается скоро будет в нашем городе Якутске. Обязательно покажу ИСЭХ, обязательно расскажу про город Якутск. Пишите в комментариях, что еще хотите увидеть, и я с удовольствием, вообще с великим удовольствием покажу вам. Вот. Ну все, дорогие, дальше едем, и скоро вот после Алданского района у нас начинается Хангаласский район, откуда родом Ника, да, Ника? Угу. Хангаласский район, для меня Хангаласский район является одним из самых красивых районов. Почему? Потому что я сама не оттуда, но почему? Ну, многие считают, что я родом из Хангаласка, потому что я постоянно там тусуюсь. Почему я считаю его одним из самых красивых районов? Потому что именно в Хангаласском районе расположены Ленские столбы, Синские столбы, Кюрюлюр, Булуз. Это такие именитые места, где вот, ну, куда вот приглашают туристов, сами саха ездят гулять. Это все находится в Хангаласском районе. Хангаласский район очень красивый. Леса, река Лена расположена. Ну, вообще, жалко, что вот Ленские столбы, я думаю, мы не сможем посетить за месяц. Ну, посмотрим, а вдруг, ага. Так, ну, дальше будем тогда показывать. А ты как думаешь, Ника? Хангаласский район красивый район? Конечно. Да, конечно. Родной район. Но это не говорит о том, что другие некрасивые. Нет, конечно. Просто вот в Хангаласском очень много достопримечательностей стоят. Ага. И это как бы пригород. Это вот ближний район к городу Якутску. Ага. И все горожане ездят вот именно в сторону Хангаласов, потому что, ну, прям вот куда ни глянешь, туда, там пикник, тут шашлыки, там, ну, более такой пригородный район. Ага, мне очень нравится. Ну, лично мне нравится. И это не в обиду другим районам, конечно. У каждого района своя история, свои сильные стороны и своя красота. Но вот в Хангаласском именно я скажу, что все городские тусуются вот в Хангаласском. Красиво. А это все деревья, леса. Когда? Ой, смотрите, везде вот эти бабочки камикадзе. Итак, мы сейчас едем по Верхней Амге, по мосту. Пожалуйста, посмотрите. Она считается самой чистой же, да, Амга. Протекает потом в Амгу. В Амгинский район. Нету купающихся. Мы хотели вообще-то на самом деле искупаться, но что-то холодно как будто. Друзья, мы прибыли в Хангаласский улус! Ура! Наконец-то! Как круто! Ну все, вот посмотрите, пожалуйста, на наше лобовое стекло. Ксюша проснулась и сказала: а что, был кислотный дождь? Потому что они желтого цвета. Ну все, мы в родном районе Ники.
сейчас мы едем до Качекацев, там переправляемся на пароме. Почему на пароме? Да потому что моста через реку Лена нету. Мы в Качекацах, сейчас будем переправляться. Посмотрим, какая очередь там. Посмотрите, как красиво выглядит. Ребята, все, смотрите, паром ждал нас. Все, видите, моста нету, зато паром есть, мы счастливые. Ровно, прям вообще подъехали. Круто. Приехали и сразу уезжаем, то есть никого мы ждать не будем. Переправляемся, и Якутск, хошки, Денис, вот, наконец-то, ой. Все, отплываем, прям ровно, нам везет. А это река Лена, одна из самых больших рек. Помните, вот рассказывала о Енисей и река Лена, одни из самых больших. Ага. Вот мы переправляемся через нашу Лену. Вообще река Лена это на якутском это Леня, ага, и Лена вообще, да, имя, это якутское имя, Лена, когда она не превращается в Елену. Ну, а меня зовут Елена, я названа в честь моей двоюродной сестренки. Мама всегда хотела дочку Лену. Вот, отплываем, пожалуйста, смотрите. Ребят, я вам говорила, вот бабочки камикадзе. А тут бебители. Всем привет еще раз. Вот мы отплываем, наконец-то, круто. Вообще ровно попали. И сейчас я хочу показать, во что превратилась машина с Алматы. Видите? Видите, желтые? Это все бабочки. Бедные бабочки. И вся лобовая такая, вообще грязная, вообще ужас. Вот эти бабочки, о которых я рассказывала. Вот. Ага. Вот. И вот все лобовое вот в таких пятнах желтых, это бабочки. Вот настолько грязной стала машина. Это с Алматы. Все вот такая. Мы ее не мыли по дороге. Что еще? Вот так мы переправляемся где-то минут 30. Вот, едем. Примерно сколько будет стоить, расскажем пока. Ну все, ребята, мы приехали. Все, выдвигаемся. Заехали последние, выходим первыми. Ну все. Так, смотрите. Вот я сейчас, без микрофона хожу, брожу, снимаю. На самом деле мы все съемки делаем на Никин телефон, и микрофон подходит на ее на ее телефон. Приходится оператору самому снимать на свой 11-й. Ага. Окно закрой, пожалуйста. Ничего не слышно. Реально без микрофона, честное слово. Плохо. Но микрофон, который есть, он подходит только на 15-й iPhone. Я снимаю на 11-й. Все уже, мы приехали. И с завтрашнего дня все съемки будут вести уже Ника. Рассказывать о Якутске мы будем тоже с ее телефона, поэтому все должно быть чики-пуки. Вот так мы размазываем наше лобовое стекло от бабочек-каннибалов. Камикадзе. Ну вот так вот. Ну все, поехали. Ура! Держим путь в Техтюр. Сейчас мы проезжаем город Покровск Хангаласского района. Население здесь 12 тысяч человек примерно живет. Вот, пожалуйста. Проехали. Город там внутри.
3 километра и до Улах-Ан. Друзья, мы проезжаем сейчас Немигю, Немигюнский, село Немигю, так, или Ой, он называется Ой, прикиньте, там написано просто Ой. Как видите, дома здесь, ага, вообще, ну, в Якутии, ой, как, наврала. Ладно, у меня там проблема с камерой случилась. Как вы видите, дома здесь строятся из дерева, прикиньте, да? Не из бетона, а дерева. Бетон считается, ну, когда строишь из бетона, это считается дорого, богато, да. Один они не очень удобно стоит. Я, ну вот, и вот в этом Немигю есть Немигюнский хлебзавод, знаменитый хлебзавод по всей Якутии, который, ну, поставляет хлеб в районы и в город Якутск. Дальше будет у нас Улах-Ан, да? Ага, дальше я покажу деревню. Друзья, смотрите, Улах-Ан. Ага. Мы проехали Улах-Ан, что означает дверь с водой. Или водяная дверь. И еще знаете что? Если поехать в обратную сторону, туда, ага, до конца, будет... мясо стоит. Ага, будет будет деревня Улахан-Ан, что означает большая дверь. Ладно, мы понимаем. А каково людям, которые не понимают якутский? Ага. Улахан-Ан. Это так смешно. И каждый раз угораю. Извините, конечно, вы, граждане, жители Улахан-Ан и Улахан, но, честное слово, можно запутаться. Я очень хотела вам показать, ага, Улахан и Улахан-Ан. Теперь вы знаете, ага, Достар, вы знаете теперь, что в Якутии есть такие деревни, в переводе, которые означают большая дверь и дверь с водой. Угу. Все, едем дальше. Ребята, смотрите, лошади. Ой, камера портрука. Лошади. Ага. Мясо. И снова лошади. Лошади. Ага. Кушают. Посмотрите. Сейчас мы проезжаем место под названием Ортодойду. Тут есть зоопарк. Ой, из-за солнца очень плохо видно. Тут есть зоопарк и местность, ага, где проходили эти ысыхи же разные. Они ысых городской есть, ысых районный есть. Также есть ысых туйма, ысых оломхо есть. И вот так очень много ысыхов. Ага. И что еще? Вот посмотрите, пожалуйста, по левую сторону сопки. Сейчас будет видно. Вот сопки. Угу. Очень красивый вид с утра бывает. Закаты тут классные, кстати. Вот еще раз сопки, пожалуйста. А то они выглядят такие маленькие. Так, съезжаем с... Тут дорогу, оказывается, строят, делают, потому что дорога была, ее вот обновляют, шире делают, что очень радует, конечно же. Так. А вот и комплекс Техтюр. Ага, напротив Техтюра стоит. Тут получается горнолыжка. Ага, вот отсюда вот так сноубордом спускаются. Прикольно, да? Что имеем, тому и рады, да. Сейчас мы съезжаем с дороги и едем в Техтюр, село Техтюр Хангаласского района. Ага, многие думают, что я родом с Техтюра, на самом деле нет. Ага, это короткий путь. Ага, они стали туда-сюда ездить. Это вот короткий путь к дому. Хочется уже домой. Ника, хочешь к маме? Домой. Ага. Многие думают, что я с Хангаласского района, особенно с Техтюра, но это не так, дорогие мои, это не так.
Я с Верхневилюйского района. Мало кто тут об этом, наверное, знает, но Сахалар, который видит, вот, ага, я с Верхневилюйска на самом деле. Вот, ну, в Техтюре я последние, ну, сколько уже? 12 лет я здесь тусуюсь. 12 лет я здесь как вообще техтюрская хожу, да? Вот, и место силы, мое место силы здесь, если честно, не в городе, нет, и не в Верхневилюйске, к сожалению, потому что я переехала очень рано оттуда, и, к сожалению, ну как бы такой прямо тесной связи с родственниками нету, чтобы прям каждое лето ездить, да, и, ну что еще-то, ну, и у мамы там, как бы, мама у меня осталась сиротой в 6 лет, ой, Еврашка, сиротой в 6 лет, и как бы тоже вот родителей нет ее. Вот, ну не будем о грустном, вот это вот место силы, пожалуйста, Техтюр, тут проживает 800 человек. Угу. Такое пригородное село от города, 30 минут от города, и вот ты в Техтюре, в тишине, в покое, ну это же супер. Потому что город шумный, честное слово. Ага. В Якутске очень много движухи, все куда-то спешат, все что-то делают, все вообще стресс, короче. А по сравнению с Алматой в Якутске очень много какой-то движухи. Вот, пожалуйста, снова мясо. Угу. Якутские лошадки. У меня, кстати, видео с ними есть. Ага, оно залетело в Инстаграме. Около 1 миллиона просмотров даже там. Ага, с якутскими лошадками. А теперь, что еще я хотела сказать. В Якутске очень много движух, и все куда-то спешат очень сильно. А в Алмате такого нету. Ага, как-то все спокойно, все на лайте, все так это размеренно в Алмате. И люди как-то вот очень спокойные. Ну, посмотрим Якутск. Ага, там вообще это... Ребята, мы словили себя на такой мысли, что так странно оказаться в Техтюре после стольких городов, после Алматы, Семея, какой еще город был? Барнаул. Сначала был где? В Алтайском крае. Барнаул, Красноярск, Иркутск, Чита, Нерюнгри. И здесь. Классно, классно, классно. Вот. Приехали почти. Совсем чуть-чуть, несколько метров осталось. Вообще... Как будто месяц назад выехали мы с Алматы, но мама сказала, я с ней разговаривала, она сказала, вы очень быстро приехали. Все так начали говорить почему-то, хотя мы очень много же, кстати, ездили, заходили в город, показывали вам. Вот дом, милый дом, Home Sweet Home, наконец-то. Самое милое, знаете что? Сейчас покажу-ка. Самое милое, вот. Смотрите, что тут. Парус пхал якутский. Ну все, дома. Посмотрите, это цветы. Вы, наверное, их замечали тоже. В Алмате, кстати, их очень много. Ну, вообще везде. Это сардана называется у нас. Якутские цветы. Лилии. Ты что-то посадили уже. Так, я хочу сделать маленький мини-обзор. Я думаю, никто не против. Ага, вот. Ой. Траву надо скосить. Вообще супер. Беседка стоит. Вообще. Ну что, дорогие, привет еще раз. Мы покушали. Баньку сделали нам, оказывается. Ну, Никина мама сделала. Хотела рассказать вообще, зачем мы приехали, как обещала. Конечно, мы не приехали просто на праздник, потому что приехать на праздник — это своего рода большая роскошь, которую мы пока себе не можем позволить. Просто приезжать туда-обратно за 1 миллион с чем-то тенге на праздник. Нет. И тут своя причина есть, и она такая, ну, семейная. Ага. Мы приехали на поминки
Ага, в прошлом году, 8 июля, не стало Никиного отца, и он для нас был человеком, который, ну, он мне, можно сказать, заменил отца. Ксюше стал дедушкой. Вот такой максимально добрый человек был. И в прошлом году вот резко так случилось, и мы все приехали, всей семьей собрались. И вот спустя год снова сейчас собираемся. Мгм. Мы решили приехать чуть раньше, потому что хочется охватить праздник Исых тоже, потому что я на Исыхе не была. И ну, была я в детстве, ага, и я увидела, насколько мой народ спевается, насколько национальный праздник стал не национальным, и никого я не видела в национальной одежде. Это было 90-е годы, по-моему, ага. Но я была совсем маленькая, но я очень хорошо это помню. Я помню, как мой народ спевался, и мне это вообще не понравилось. И я решила, что больше ни ногой никогда не пойду на СХ и не хочу видеть, как мой народ спевается. С тех пор прошло больше 20 лет, и сейчас я готова пойти еще раз. Ага. Я вижу, насколько СХ изменился, насколько стало, насколько народ стал осознанным, насколько язык, ага, знание своего родного языка стал цениться, ношение национальных костюмов, платьев. Это уже символ гордости некий, да, а не символ позора. Потому что когда я одевала мои национальные какие-то украшения, может, да, надо мной стебались. Почему? Я вообще этого не понимаю. Но вот такое время было. Так что нужно всех прощать для себя, ну, в первую очередь. И сейчас, когда я вижу то, что в Инстаграме вижу, да, как вообще воочию вижу, как народ меняется, ага, самоидентифицируется с каждым годом все сильнее и сильнее, я решила, что да, я хочу теперь посетить ИСЭХ, ага, что я хочу уже по-новому увидеть, как он вообще должен праздноваться. Потому что я особо-то и не знаю сама. И вы со мной увидите это тоже впервые. Угу. И вот что я хотела сказать. Приезд наш, конечно, самая вот эта важная причина приезда, это, конечно, поминки в любом случае. Ника будет помогать своей маме, вот по огороду. Ну, конечно, Техтюр — это то место, где мы все вместе собирались, где мы готовили шашлыки, плов, лагман, вообще вкусный там. Ну, я покажу дальше. Ага, беседки, потом садились, кушали, играли в крокет. Ага, и вот этот набор крокета тоже решили с собой взять в Алматы, потому что в Алмате хочется тоже поиграть в крокет. И знаете что, вот мы все здесь собирались такой большой семьей и играли, кушали плов, работали в огороде, и это время уже никогда не вернуть, это время уже никогда не вернется обратно. Человека уже нет, и вообще я призываю всех максимально ценить своих родителей, максимально беречь, максимально звонить, общаться с ними, говорить, что любишь их, и всегда поднимать трубку. Потому что я сама сначала, ну, как бы, когда на работе сидела на консультациях, не брала трубку, когда мама звонила, и сейчас нет. Сейчас мама позвонит, все, я сразу беру трубку, и неважно, где я буду находиться, что я буду делать и с кем я буду. Поэтому берите трубки, отвечайте своим родителям и что еще-то? Ну, любите их. Ага. Любите, берегите. И каждый раз, когда вот мы приезжаем, не хватает этого человека. Вообще не хватает. Но мы все равно держимся. Все хорошо. Такое бывает. И
Ничего страшного, а? Это жизнь, поэтому берегите тех, кто рядом с вами, берегите своих родных, близких. Вот. Ну, мы дома, завтра поедем в Якутск. Дегтюр — это пригород, ага, в 30 минутах находится от Якутска. А завтра я встречусь вечером со своей мамой, и уже с Ксюшей переедем к ней. Я буду в городе работать, ага. Вот, ну, туда-сюда вот так будем ездить. Буду показывать завтра. Я думаю, завтра мы отснимем город Якутск, насколько он хороший, насколько он теплый. Вот, так что хотите увидеть, пишите в комментариях. Спасибо огромное за ваши подписки, лайки, комментарии. И завтра я наконец-то начну отвечать всем. Вот. Ну и буду вникать в работу тоже, потому что без связи была пару дней, там меня, наверное, потеряли. Вот. И, ну, классно. И клиенты ждут меня. И начну потихо уже вникать в работу, заходить, семинар. И, кстати, в эти выходные уже ИСЭХ. Прикиньте, уже вот сегодня у нас 24 июня, через 4 дня уже будет ИСЭХ. Поэтому я в моменте сразу хочу выставлять. Ну, мы съемки сделаем. Я думаю, связи там не будет, но в любом случае все отснимем. Что вы хотите увидеть на ИСЭХе, обязательно напишите. Я хочу взять еще интервью у людей, у которых очень интересные наряды. Вот, традиции, там конные скачки будут. Я сама это впервые буду видеть вместе с вами, так что я думаю, нам всем будет очень интересно. Вот, так что, ну все, так хорошо как-то вот дома, так тихо, так это, как-то все такое милое. Вот. Ну все, берегите друг друга, любите друг друга. Всем огромное спасибо, что наблюдаете и пишите. И меня это мотивирует снимать дальше. Вот. Дальше, как по приезду в Алмату, обзор по Алмате будет. Ну все, ребята, всем рахмет, махтал, сау болыңыздар, спокойной ночи всем.